В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в Ингушетии появится арт-объект – мотор легендарного самолета Героя Российской Федерации, советского летчика Мурада Оздоева, сообщается в телеграм-канале Махмуда Али Калиматова. Исторический проект станет частью истории подвига ингушского народа в 1941-1945 годах. Он займет достойное место на мемориале памяти и славы города Назрани и станет частью великой летописи подвигов наших земляков. Фрагменты разбившегося самолета Як-7Б были найдены поисковиками осенью прошлого года в Псковской области. Двигатель, на котором указан номер, официально подтверждающий, что самолетом управлял ингушский летчик, хвостовую часть и другие фрагменты истребителя были торжественно доставлены на родину героя. Сердце легендарного советского истребителя Як-7Б, разбившегося в 1944 году, сейчас находится в Музее боевой славы Малгобека, который носит звание «Город воинской славы». На счету боевого летчика 248 боевых вылетов и 8 лично сбитых самолетов противника. Награда нашла своего героя. В мае 1995 года по указу президента России Мурад Оздоев был удостоен звания Герой России. Его имя носит одна из школ в городе Назрань. Всегда с гордостью отмечаю огромный вклад жителей Ингушетии в великую победу над фашизмом. На полях сражений мужественно сражались более 21 тысячи уроженцев республики. Они защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинградской битве и на Курской дуге, участвовали в обороне Малгобека, штурмовали Берлин. Более 6 тысяч человек не вернулись с фронта. Мы гордимся каждым из них, передавая эту память нашей молодежи. Как подчеркивает президент России Владимир Путин, подвиг народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт. На фронте сражались люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Они выстояли, потому что защищали родную землю, правду и справедливость. А значит, были крепче духом, храбрее, сильнее. И сегодня достойные наследники победителей фашизма участвуют в выполнении боевых задач в зоне СВО, защищая рубежи нашей великой Родины России.